Когда говорят, что октябрьские события 2020 года наступили только по итогам выборов, это не совсем так. Да, выборы прошли несправедливо. Мгм. 3 партии, соревнуясь в финансовых ресурсах, в ресурсах Админис властных полномочиях, человеческих ресурсах, да, соревнуясь с собой, забыли про всех остальных в мире. Ну, имеется в виду в нашей кыргызской политике. Это было, когда там небывалый массовый подкуп произошел, и всех остальных просто политически задвинули и сказали: вот только эти 3 партии придут в парламент. Это такой какой-то монарший стиль правления пытались внедрить. Естественно, наша свободолюбивая нация, и государство, и страна, и же наши граждане сказали этому нет, да, вот на тот период. Это одна часть, но надо помнить, что было до этого. А до этого был ковид, когда ресурсы, помощь извне, которая поступила в Кыргызстан, часть была разворована. Когда Кликсана люди продавали. по стоимости, люди ключи от машины отдавали. Благо у нас замечательное гражданское общество, которое активизировалось, и на тот момент скоординировалось и сама себя вытащила в тот черный июль. Когда, будучи вице-премьер-министром, я получила задание, и мы создали комиссию по расследованию полученной гуманитарной помощи, финансовых средств во время ковида. Это уже позже. Это после июльских, да, после уже. После Это когда я уже пришла, революции даже, да? после. И когда мы расследовали, там, конечно, вообще, там жуткие цифры, что даже Министерство здравоохранения, один чиновник ровно на месяц эти протокола с этим Кликсаном весь июнь продержал, и они поступили, там корыстные интересы, и они лежали в задвижке у ответственного чиновника центрального аппарата Министерства здравоохранения. И он из этой полки... Вы понимаете, чтобы каждое лекарство туда зашло, это откаты, это деньги, большие деньги. А в период, когда умирали тысячи людей. Эта папка, этот документ вышел 30 июня. И пошел, то есть это перечень лекарств, протокола лечения больных ковидом. Этот протокол поступил в исполнение, вышел 30 июня. С 1 по 31 июля, черный июль, почему мы называем, умерло самое большое количество людей, погибло наших граждан. И получается, вот этот бессовестный, безответственный чиновник, скажем так, там не один, а несколько человек, группа, продержав эти протокола, потом, когда они же должны были выйти, и фармкомпании, частные у нас не было государственных тогда, этих частных фармкомпаний, пока не получили этот заказ 30 июня. 2 недели, пока они завезли, пока эти Кликсаны были внутрь нашего государства, пока они приехали. Ну, естественно, все обвиняли только частные фармкомпании на тот период, на чем свет стоят, их кляли как могли, в общем, да, люди только их обвиняли. А по факту заказ на эти лекарства, существовал протокол лечения, он поступил в руки этих фармкомпаний только 30 июня. И пока они, во всем мире идет нехватка, пока они нашли, договорились по своим, у нас очень мобильные частные фармкомпании, пока они их привезли, прошло 2 недели. За 2 недели умерло огромное количество людей. Никто за это из чиновников не понес наказание. А там были ответственные чиновники в городе Бишкек, которые отвечали за все это, которые легли на больничный по несколько месяцев. Это как, вот представьте, армию врачей, генералов побросали. Вот такое происходило. Боясь за свою жизнь. То есть они и не передали свои полномочия. И за кресло держались, на больничные себя решили уберечь. И вот эти вещи, когда мы расследовали, это было такое, конечно, у меня просто-напросто шокирующие там данные, цифры. Все это мы когда расследовали, я имею в виду октябрьские события. Часть произошли из-за этого тоже, что государство просто-напросто не понесло ответственности за халатное, пренебрежительное отношение к жизням и здоровью своих граждан. Все просто сбросили на плечи рядовых врачей. А ответственные лица
Они, может быть, и занимались, но где-то там вот такой пробел произошел. А те, кто действительно за вот эти все события, ключевые ответственные лица, они не понесли наказание. Ну, то есть система не получила своих уроков. Да, мы стали мобильными, у нас как бы медсестры без начальников, скажем так, не дай бог это повторится, выживет, да, врачи без руководящего звена. Наше гражданское сообщество очень активно мобилизовалось. Но вот эти октябрьские события отчасти произошли, как это вот одна волна, вторая волна. Это просто вот стало итоговой, последней каплей реакции граждан на несправедливое отношение исполнительной власти к своим гражданам, за безответственную позицию руководящих лиц и за то, что никто не понес наказание, и за то, что государство в ответ на получаемые налоги не исполнило свои обязательства. Люди не увидели, что как прозрачно и открыто расходовались эти средства. Люди этого не увидели. И происходят вот эти октябрьские события. Потому что гнев, народный гнев, он не происходит по щелчку. Это вот он имеет накопительный эффект. Ты ограничил его в этом, ты несправедливо поступил, ты не соответствующие услуги не предоставил, то, что полагается. И плюс еще и ты вот такие выборы провел, да. И еще никто ответственность за это не понес. Вообще, да, абсолютно. И естественно, и была вот эта реакция.